Новая порция подробностей от журналистов о том, как убивали курьеров Айркена Саймаити и как работала сеть доставщиков миллионов долларов. Должность как способ из критиков сделать сторонников. Назначение Риты Карасартовой в сектор профтехобразования напомнил, кого еще из активистов пристроили в чиновники. Под модным словом «трейдеры» скрываются лудоманы. Мужчина, проигравший за одну ночь более 200 тысяч сомов, на своем примере решил предостеречь других. Стать волшебником можно легко. Акция к Новому году по исполнению желаний детей из детских домов уже стартовала. Письма ребят ждут своих Дедов Морозов. Это был краткий анонс главных событий уходящего дня. В студии новостей Джолдош Исаков. Здравствуйте. Опубликована третья часть журналистского расследования по выводу средств из Кыргызстана. В этот раз журналисты Азаттыка, КЛОП и международной сети OCCRP предоставили доказательства тесной связи убитого в Стамбуле предпринимателя Айркена Саймаити с двумя убитыми в Кыргызстане – торговцем рынка Мадина Хуфуром Абдурахиманом и таксистом Хусаном Керимовым. Первый оказался коллектором, то есть собирал деньги у торговцев, а второй – курьером, отправлял собранное за границу. В тот день он должен был доставить $1,5 миллиона в Стамбул. Деньги получал Айркен Саймаити. По его словам, за эти годы только его сеть перевезла более $1 миллиарда. Как отмечено в расследовании, вывозу денег ничего не мешало. Пособничество таможенников. Вот главная причина, почему вся эта схема прекрасно работала. На убийство таксиста Хусана Керимова, а его тело было обнаружено в багажнике собственного авто на территории аэропорта Манас, Айркен Саймаити отреагировал с волнением, сообщает автор расследования. Именно его пропажа стала поводом для признания. Свой рассказ он подкрепил десятками турецких и кыргызских таможенных деклараций, заполненных его работниками. И этим данным была посвящена третья часть расследования. Как оказалось, убитый был его курьером. В тот день он должен был привезти в Стамбул более $1,5 миллиона наличными, но сумку с деньгами для отправки он так и не получил. Прибывший с посылкой из Аша другой курьер в медицинской маске просто сбежал с этим пакетом. Дальше жолдан нары өтүп кетти окшойт, А через 2 недели, 10 ноября, был убит и сам Айркен Саймаити. Судя по тому, что он успел рассказать журналистам, тот таксист был не единственным его курьером. В Кыргызстане в течение нескольких лет действовала подпольная курьерская сеть, куратором которой он и был. Больше десятка простых ребят получали сумки с деньгами, летали в Стамбул и передавали груз по цепочке. За раз курьер мог переправить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. По декларациям, предоставленным Саймаити, сумма переведенных денег составила $77 миллионов. Но по его заверениям, в реальности объем выведенных денег уже превысил $1 миллиард. При этом за свою опасную работу курьеры получали копейки от $70 до $200. Услугами курьеров тогда, в принципе, как и сейчас, пользуются многие предприниматели рынков. Так можно избежать комиссий за банковские переводы или сохранить свой бизнес в тени. Тот самый предприниматель из Мадины, тело которого обнаружили после пропажи в Бишкеке спустя 2 недели в Нарынской области, был коллектором, задачей которого был сбор денег торговцев для отправки за границу. Тогда он с этой целью направлялся на рынок Дордой. Его услугами пользовались не раз, знали хорошо, поэтому могли доверить крупную сумму. А далее все шло по наработанной схеме. Собранные доллары паковали в свертки, на каждом из них указывали сумму, а также код продавца. С каждого продавца брали комиссию $25 за каждое отправляемые $10 тысяч. Так с каждого отправленного миллиона получалось $2500 дохода. Эти деньги, по словам Саймаити, шли на оплату авиабилетов и взятки сотрудникам таможни. Без последних схема бы попросту не работала. Кстати, таможенники не только зарабатывали, но и покрывали эту сеть, как могли, говорится в расследовании. Бывшие сотрудники пограничной службы, которые работали в аэропорту Манас, майор Айбек Камчебеков и старший лейтенант Марлис Османбеков в течение нескольких месяцев проводили собственное расследование, о чем они рассказали журналистам. И выявили несколько перевозчиков денег, которые работали под покровительством представителей таможенной сферы. Просто называли его имя, и оно действовало как разрешительный документ. Но довести дело до конца им не удалось. Им пригрозили решеткой. Сейчас бывшие пограничники вне Кыргызстана.
Факты, изложенные в расследовании, в очередной раз заявили в правоохранительных органах, они проверят. Но необходимо время, так как материалы объемные. Поручения во все госорганы направлены, в том числе в правоохранительные органы Турции. В ведомстве на этот раз свою позицию уже поменяли. Отметили, что связь Айркена Саймаити с убитым Хусаном Керимовым может быть. Однако нет тому доказательств. Мы сейчас на сегодняшний день не можем голословно говорить об этом. Мы должны всегда расследовать, мы должны основываться на фактах. На сегодняшний день всех, что касается, которые именно относятся к этому делу, даже в Турецкую республику были направлены международные следственные поручения по получению данных ответов. И мы дадим по окончании следствия полноценную по этому факту информацию. По факту того, что связь тоже, это мы не исключаем, это тоже одна из наших версий на сегодняшний день. Поэтому по результатам мы более подробную информацию дадим. Мадина, убийствосы, Адам У Хуфура Абдурахимана, труп которого нашли в Нарынской области в середине октября, никаких связей с Саймаити нет. В рамках расследования уголовного дела об убийстве 8 человек доставлены в следственные органы. Есть доказательства причастности 7 человек. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Похоже, сверить данные придется не только представителям МВД, но и другим соответствующим органам. В третьей части расследования появились уже новые герои. Ранее в ГКНБ заявили, что все, кто может быть причастен к произошедшему, будут приглашать на допрос. Так, в стенах ГКНБ уже побывали 2 депутата Чугурко Кенеша, Алтынбек Сулайманов и Дүйшен Туракулов. Сегодня же была вызвана бывшая депутат Ширина Айтматова. Чекисты намерены также допросить авторов расследования Али Тактаконова и Идрыса Исакова. Но так как они в Праге, им в масс-медиа предложили провести следственные мероприятия по видеосвязи. От последнего чекисты пока отказались, ссылаясь на то, что этот вариант не соответствует закону. Ильнура Бекпасарова, Нурбек Капаров, НТС. Реакция некоторых служб на очередную информацию журналистов последовала уже сегодня. Так, в погранслужбе заявили, что 2 бывших сотрудника аэропорта Манас, которые дали интервью СМИ о ежедневной перевозке миллионов долларов десятками курьеров при пособничестве таможенников, объявлены в розыск. Материалы расследования переданы в военную прокуратуру. В ведомстве пояснили, что, опасаясь ареста, военнослужащие выехали за пределы страны. Ответили и в таможне. Там опровергли заявление авторов расследования, что бюджет лишался таможенных платежей, так как суммы свыше 10 тысяч долларов подлежат лишь декларированию и никаких уплат при этом законодательством ЕС не предусмотрено. Не вынесли жесткой дисциплины, а может, соскучились по близким. 2 солдат срочной службы сбежали из войсковой части в Аше. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана. Оба проходили службу в воинской части 36806 сухопутных войск. Военнослужащие были новобранцами, их призвали осенью этого года. Один из них ранее сбегал, и его возвращали в часть. Солдаты самовольно оставили часть вчера. Сообщается, что один из беглецов был в наряде. Сотрудницу ГУОБДД задержали со взяткой в Волжской области. Инспектор работала в отделении в Нокатском районе. В службу внутренних расследований МВД на нее пожаловался гражданин, у которого женщина вымогала деньги за совершенное им нарушение правил дорожного движения. Заявитель сообщил, что сначала он отдал ей 2000 сомов, а потом, отобрав паспорт, она потребовала у него еще 8000. Накануне следователи и задержали старшину милиции при получении вымогаемых 5000 сомов. Тем, кто громче всех критикует, стали все чаще давать возможность отличиться не словами, а делом. На этот раз Рита Карасартова, которая собиралась стать сначала президентом, а потом омбудсманом, согласилась на должность поменьше. Вчера она возглавила агентство профтехобразования. Почему выбор пал на нее, назначивший ее премьер-министр Абылгазиев не объяснил. А сегодня по поводу назначения правозащитницы с критикой выступили в парламенте. Впрочем, практика усмирять громогласных активистов должностями не новая. Кто еще пришел в чиновники из этой гильдии, в следующем сюжете. Судя по той ситуации, которая творится в кадровой политике при назначении в образование людей, разрушителей, как Карасартову, которая чувствует просто, где идет нестабильность, она там.
Резкая критика в адрес кадровой политики главы Кабмина Мухаммедкалея Булгазиева сегодня прозвучала на заседании Джугурку Кенеша. Парламентария возмущает тот факт, что воспитание подрастающего поколения было доверено человеку, много лет проработавшему в НПО, деятельность которых полностью зависит от финансирования из-за рубежа. Раз премьер-министр назначает такого человека в образование, там дети, начиная где-то с 15 лет, это тот пластилин, из которого можно вылепить буквально все. И поэтому для промывки мозгов ее туда поставили. Или он думает, что дав ей пост, она успокоится? Нет. Это же программа, когда внедряются везде подобные люди в госорганы. Вот есть в ДЛО сидит тоже такого же типа человек, замдиректора. Она еще в других органах. И они, как яблочный червь, изнутри разъедают наше общество. Второй рабочий день в новом качестве. Под началом Риты Карасартовой теперь около 100 учебных заведений, 30,5 тысяч студентов и около 7 тысяч преподавателей. Предложение занять этот пост, поступившее от министра образования, вчерашняя правозащитница, по ее словам, обдумывала около месяца. В итоге она восприняла его как возможность испытать свои силы и добиться реального результата в какой-то конкретной области. Тем более, что до правозащитной деятельности доцент кафедры Национального университета, кандидат экономических наук Карасартова 23 года подряд преподавала в различных вузах Бишкека. Обвинения в финансовой зависимости от зарубежных партнеров она считает несостоятельными. Вся страна сидит на помощи. И абсолютное большинство помощи, которую получает Кыргызстан, она приходит из стран экономически развитых. И когда начинают говорить, это же западные ценности, не подписывайте международных конвенций, не объявляйте себя демократической страной, не берите у них деньги. И развивайтесь, как вы можете. Некоторые профтехобразовательные учреждения сделали себе ремонт и там закупили себе хорошее оборудование, чтобы готовить достойные кадры. Это все благодаря достаточно такой устойчивой финансовой поддержки доноров. Я думаю, что это больше добро, чем нежели зло. До этого Карасартова дважды претендовала на пост омбудсмена Кыргызстана. 2 года назад выставила свою кандидатуру на пост президента страны. Если через 2-3 месяца, которые Карасартова сама отвела себе как испытательный срок, она поймет, что задача не справляется, готова оставить должность или помочь каким-то иным способом более достойному кандидату. Пока же правозащитной деятельностью ее вчерашние коллеги продолжат заниматься без нее. И это не первый случай, когда правозащитникам различной величины в разгар их оппозиционной деятельности предлагали занять тот или иной пост в государственном аппарате. Весной прошлого года известный гражданский активист Идиль Байсалов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Великобритании. Другого правозащитника, Мавляна Аскарбекова, обвинявшегося даже в публичных призывах к насильственному захвату власти, не стало видно с октября прошлого года. Он получил должность замакима Первомайского района Бишкека. Журналист Дайырбек Орунбеков за оскорбление чести и достоинства бывшего президента Алмазбека Атамбаева, приговоренный к выплате 2 миллионов сомов, стал штатным советником министра труда и социального развития. Рассказать о том, чего он добился более чем за год службы, сегодня он не нашел времени. Еще один правозащитник, юрист Канатбек Азиз, также баллотировавшийся на пост омбудсмена, в этом году был назначен заместителем главы Высшей аттестационной комиссии. Это не был какой-то политический торг о том, что ты, грубо говоря, заткнешься и не будешь высказывать свое критическое мнение, мы тогда тебя назначаем. Такого торга не было и не может быть, поскольку сама по себе на сегодняшняя система не таким образом работает. Правозащитникам сам по себе, если вы заметили, когда даже на омбудсмена выдвигался, я всегда говорил о том, что не от того, что ты на должность изберешься и станешь ты правозащитником. Правозащитником ты можешь стать по природе. Моя специальность, моя деятельность целиком была связана с правозащитной деятельностью, то есть направлением. Да? И на сегодняшний день она такой же и остается. Другое дело, когда ты облекаешь форму государственного служащего и пытаешься что-то сделать для страны. А другое дело, когда ты молча сидишь и только критикуешь. Это совершенно разные вещи. Я сторонник того, чтобы помогать этой системе. Случаев, когда известные лидеры правозащитных организаций отказывались от предложения занять тот или иной пост в Кыргызстане, не вспоминается. Болт Исаев, Ирлан Кемельбеков, НТС. Кыргызскими паспортами торгуют узбекские граждане. Об этом сегодня председателю ГРС заявила вице-спикер Джугурку Кенеша Аида Касмалиева. По ее словам, во время рабочей поездки в Россию кыргызстанцы пожаловались, что наши документы мигранты из соседнего Узбекистана предлагают на продажу. Потом эти документы всплывают, когда его обладатель попадает в милицию. Из-за этого у кыргызского паспорта такая дурная слава и мизерная ценность, упрекнули руководство ГРС депутаты. Алмаз Мамбетов в ответ заявил,
что с новыми паспортами такого быть не может, так как документы нового образца выдаются только на основании биометрии человека и при личном его участии. А вот прежние ID-карты выдавались на основании лишь паспортов образца 1994 года. Однако, по словам парламентариев, речь идет именно о новых документах, большинство из которых, как выясняется, определяются при поиске в единой базе. То есть они не фальшивые, а официальные, только выданы незаконным образом неизвестно кому. Азарт, долги и разбитые судьбы. Игровая деятельность в стране под запретом, но ее дельцы продолжают находить способы, как зарабатывать на склонных к азарту людях. Бинарные опционные и брокерские компании завлекают клиентов поторговать на финансовых биржах. Там люди за наличные покупают деньги электронные, в счет которых делают прогнозы на курсы валют или стоимость акций. На это те же лудоманы и спускают все. Как, например, мужчина, который пришел к нам в редакцию со своей историей, чтобы предостеречь от нищеты других на собственном примере. Этот мужчина скрывает лицо от камер. Он заядлый лудоман, так называют тех, кто страдает игровой зависимостью. По его словам, за 4 года он проиграл от 3 до 4 миллионов сомов. Сначала просто зашел в заведение со знакомым, где торгуют на финансовых биржах посредством опционов. Втянулся и стал постоянным клиентом этого заведения. Дальше состоит там в черном списке, но играть продолжает. Вчера я продал машину за 205 тысяч. Хотел вернуть долг тете. Она сейчас в больнице, в коме. Нужны деньги на лечение. Но потом подумал, что отыграюсь. И не сдержался. Играл всю ночь в ринга-трейде, который находится на артесайском рынке. И все 205 тысяч проиграл. Делал ставки на 2-м этаже, где есть вип-кабинки. Под маской бинарных опционов там организовано казино. Можно дать деньги кассиру и так пополнить свой баланс. Играешь как в казино. Хотел написать заявление в Октябрьский РОВД, но там его не приняли. Почему обратился к нам, спрашиваем мы у мужчины. Ответ был таков. Хочу оградить от игромании других людей. Что делать дальше, мужчина не знает. По его словам, в подобных заведениях по вечерам собираются толпы. Хотя график работы у них без выходных. В месте, где происходит вся эта трейд-активность, отказались комментировать этот случай. Если есть претензии, клиент может обратиться к ним с письменным заявлением. Добавили также, что каждый перед тем, как приступить к игре, подписывает клиентское соглашение. Администратор пояснила, что работают они на законных основаниях, платят налоги. С 2012 года в Кыргызстане действует запрет на казино и другие виды азартных игр. С 2015 года ввели ограничения на букмекерские конторы и тотализаторы. Но игровой бизнес в стране процветает. Лудоманы перешли на бинарные опционы. Отметим, суть бинарных опционов в том, что клиент делает ставку, например, на то, как курс доллара относительно евро вырастет за минуту. Если клиент угадал, получает прибыль. Если курс упадет, то клиент теряет деньги. То есть, когда запрещают одно, предприимчивые бизнесмены выдумывают другое. Но смысл остается прежним. Заключен он в азартной сделке. Пока в законе ограничения относительно торговли на финансовой бирже, которую ведут в подобных компаниях, позиционирующих себя как финансовый букмекер, не прописаны. Вот они спокойно и работают. Имеют сайты, мобильные приложения. При этом предупреждают, что клиенты могут потерять все деньги и рекомендуют посоветоваться с финансовым консультантом перед началом торговли. Впрочем, нередко вывеска на заведении одна, а внутри казино. Отметим, недавно группа депутатов предложила запретить на территории страны любые азартные сделки с использованием игрового оборудования, компьютеров и интернета, предоставление информации о них, обучение и консультации. Пока же в МВД действовать не могут. В системе органов внутренних дел очень много обращается по бинарным аукционам, как вы сказали. Но в связи с тем, что у нас в законодательстве это четко не указано, на сегодняшний день мы тоже со своей стороны внесли предложение в правительство. Правительство на сегодня вынесло постановление о внесении изменений в законодательство и внесено на рассмотрение Джоркинеш. Я думаю, Джоркинеш рассмотрит, и мы это уже узаконим все эти наши действия. Отметим, в конце марта этого года правоохранители провели спецоперацию по выявлению заведений, в которых незаконно проводят азартные игры и делают бинарные ставки. Сотрудники криминальной милиции вместе с бойцами спецотряда особого реагирования наведались в 5 подобных заведений одного бренда. Попросила их проверить жительница столицы, которая обратилась к руководству страны. Ее сын проиграл в одном из таких заведений около $100 тысяч и влез в долги. Данные
данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Организация или содержание притона для проведения азартных игр». Тогда пресс-служба МВД официально заявила, что под вывеской бинарных опционов проводились там азартные игры. В 5 клубах обнаружили и изъяли более 500 000 сомов, среди которых были и меченые купюры, а также документацию и ноутбуки. Сейчас это дело, говорят в МВД, на стадии досудебного расследования. Анастасия Соболева, НТС. Вместо школы на городскую свалку. Так живут многие подростки, которые заботятся сами о себе. Чтобы заработать на жизнь, наш герой вместе с матерью собирает пластиковые бутылки, сдает и на вырученное покупает первое необходимое. Подростка сегодня обнаружили инспекторы в рамках профилактического рейда. Как оказалось, школу он давно бросил, учиться хочет, но не имеет возможности. Ведь без дополнительных рук собрать необходимое количество бутылок маме станет сложнее, а значит, на хлеб и молоко денег может не хватить. Окончив 9 класс, этот мальчик бросил школу. Теперь он работает на мусорном полигоне, помогает маме, собирает пластиковые бутылки. Ты нас не бойся, мы хотим тебе помочь. Мусорный полигон – это единственное на сегодня пока место, где семья может заработать на продукты и вещи первой необходимости. Как рассказывает мать подростка, она понимает, что у сына отбирает шанс стать образованным, но иначе поступить не может. Правда, после разъяснительной работы сына женщина все-таки отпустила домой. Впредь не допускайте того, чтобы ваш сын здесь работал. Хорошо, но он сегодня только первый день вышел. На сегодня он оказался единственным несовершеннолетним, кого инспекторы обнаружили на мусорке. Но по рассказам местных, найти других не удалось, так как они успели спрятаться. И так происходит каждый раз во время рейдов. Детей, трудящихся на полигоне, хватает, особенно в вечернее время. То, что здесь вредно работать, детям говорят и родители. Они понимают все, запрещают приходить сюда. Вы думаете, они по доброй воле приходят? Дети сами не слушаются, сами приходят. Детей от 3 до 18 лет, которых находят на улице без сопровождения взрослых, специалисты приводят в этот центр. Здесь в течение порой 3 часов пытаются найти их родителей. Если за это время кого-то из семьи не удается найти, то несовершеннолетних сдают в социальные учреждения. Также сюда привозят и тех детей, которых находят в ночных или компьютерных клубах в ночное время суток. Как только привозят детей, мы ставим их на учет, проводим осмотр. После стараемся найти их законных представителей. Некоторые из них не сразу называют адреса. Родителей мы ищем через инспекторов, которые и привели их сюда. А есть и те, кто сразу называет адрес проживания, диктует номера, и родители потом приезжают сами. В этот центр с начала этого года было доставлено 800 подростков. Большинство из них считаются трудными, не раз бегали из дома. На данный момент бродяжничавших детей здесь 2, и привезли их накануне. Сейчас специалисты заняты поиском их родных. Если не найдут, то их отправят в социальное учреждение. Цель подобных мероприятий – это профилактика насилия и правонарушений среди подростков. В рамках акции рейды проводятся и днем, и ночью, но чаще в ночное время суток, конечно, так как многие дети сидят в интернет-клубах. Сколько преступлений за месяц, полгода, год совершили несовершеннолетние, милиционеры не рассказали. Сказали лишь, что в основном беспризорники идут чаще на воровство и школьный рэкет. Эльнура Бекпасарова, Дастан Джолдошев, Турган Ниязов, НТС. День эпоса, а заодно и новоселье сегодня отпраздновали в Национальной академии эпоса Манасы Чингиза Айтматова. Выступление лучших манасчи и тех, кто исследует это великое наследие нации. Почетным гостем мероприятия стал и президент республики Сооронбай Жээнбеков. А глава государства подчеркнул, что у академии большие задачи. И главное заключается в том, чтобы доказать, что Манас не просто энциклопедия древней жизни кыргызов. Его суть актуальна во все времена, и нам особенно сегодня важно почерпнуть из этого шедевра опыт и мудрость. В подтверждение этому Сооронбай Жээнбеков привел ярчайшие примеры из эпоса, как принимались решения в самые трудные для народа времена и как мудрый Манас принимал справедливую критику. Океаноподобный эпос Манас – один из таких столпов духовного наследия кыргызов, гордость нашего народа. И я хотел бы от всего сердца поздравить всех нас с сегодняшним днем Манаса. Наш эпос Манас – энциклопедия жизнедеятельности, быта, традиций и истории кыргызов. Огромный вклад нашего народа в мировую сокровищницу культуры. В исторической памяти народа, наряду со священными понятиями, как нация, страна, государство, всегда находятся имена великих личностей. Великий сын кыргызского народа Чингиз Айтматов – именно такая личность. Понятия кыргыз, Манас, Чингиз неотделимы друг от друга. Их нельзя рассматривать в отдельности. Чингиз Торукулович много труда вложил в исследование и издание эпоса Манас.
Кандидатуры уже есть. Директора музея ИЗО скоро назначат. Об этом сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов. Он отметил, что идет прием документов претендентов. Правда, назвать их имена пока не захотел. Подать резюме может в том числе и ушедшая с поста Мира Джангарачева. Комиссия готова их рассмотреть. По его словам, если бы не скандальные случаи с Феминали, ее увольнение не случилось бы. Центр избирком предупредил партии о необходимости прохождения регистрации и перерегистрации, если политобъединение планирует принять участие в выборах 2020 года. Ранее уже сообщалось, что выбирать в Джугурку-Кенеш будут 4 октября следующего года. Однако официально эта дата будет подтверждена только после указа президента. Тем не менее, регистрацию или перерегистрацию кандидатам-партиям пройти следует не менее чем за 6 месяцев до опубликованного официального решения о назначении выборов. По предварительным подсчетам, сделать это надо будет в феврале наступающего года. Старательно выведена каждая буква, уважительный тон и, конечно, немного личной истории в каждом письме Деду Морозу, написанному сиротами и детками, оставшимися без попечения родителей. Их дом-приют, где близкие – это чужие люди. Но, несмотря на такое внесемейное детство, ребята, возможно, куда больше верят в чудеса, чем другие дети. А когда, как не в Новый год, должно случаться волшебство, заявили волонтеры и предложили всем кыргызстанцам попробовать себя в роли Деда Мороза. Сабина Дамаскина так и поступила. Одно детское желание будет исполнено. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Айназик, мне 14 лет. Главному зимнему волшебнику 14-летний Айназик пишет второй раз. Впервые новогодний подарок девочка попросила ровно год назад. Очень хотела планшет. Но подарок оказался ребенку слишком дорогим, а значит и исполнить заветное желание может только чудо. И оно произошло. В прошлом году я писала в Дед Мороз письмо. Я хотела в прошлом году планшет, но мне подарили. Спасибо, Дедушка Мороз. А сейчас я хотела ноутбук. Я в этом году была хорошо послушная и хорошо учила. И поэтому я думаю, получу. Однажды исполненное маленькое детское желание гораздо больше, чем просто подарок. Вместе с планшетом, который в прошлом году ждал Айназик под елкой, Дед Мороз подарил ребенку уверенность в том, что чудеса существуют, а все мечты обязательно сбываются. Главное очень захотеть. Алина в свои 10 в волшебство верит, а вот в Деда Мороза не совсем. Все потому, что праздника в ее жизни раньше не устраивали, и подарков никто не дарил. Но Дед Мороз, он же волшебник. А на Новый год тебе подарки дарили? Ты первый раз решила ему написать, и что ты попросила в своем письме? Телефон. Когда у меня появится телефон, я почаще буду звонить маме, родным. Я буду играть в игры. Новогодних чудес ждут все дети на планете, но с особенным трепетом в детских домах и интернатах. Ведь этим ребятам, кроме Деда Мороза, и некого просить о самом сокровенном. Заказывают в качестве подарков они практически одно и то же. Модную одежду, теплую обувь, конструкторы. А вот книги и мягкие игрушки уже не просят. На смену пришли современные гаджеты, наушники и телефоны. Почувствовать себя волшебником и стать Дедом Морозом для одного, а может и нескольких детей, можем мы с вами. Специальный сайт happychild.kg по секрету расскажет взрослым то, о чем мечтают дети в своих письмах. Из сотни уже опубликованных посланий вы можете выбрать именно то, которое под силу осуществить конкретно вам. Здравствуй, мой любимый, хороший Дедушка Мороз. Меня зовут Маша, мне 10 лет. Я живу в военно-антоновском детском доме, учусь в 4 классе. Мое хобби – штанга. Я бы хотела стать парикмахером. Я бы хотела, чтобы ты мне привез банный набор, фен, сумку, спортивную толстовку и обувь спортивную. С Новым годом! А далее по указанным контактам связаться с волонтерами Фонда защиты прав детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Ежегодно эти ребята выступают в роли помощников Деда Мороза и делают так, чтобы никто не остался без своего подарка. Я первый раз написала письмо. У меня 5. Что ты просила? Тебе подарили? Да.
До Нового года остается 27 дней. Это значит, что нужно торопиться отправлять послания, чтобы Дед Мороз успел и получить, и прочитать, и все подарки подготовить. А еще и самим успеть подготовиться, как дети из реабилитационного центра «Максат», для того, чтобы в новогоднюю ночь, когда волшебник решит наведаться в гости, устроить настоящий праздник и встретить его стихотворениями, танцами и песнями. Арбир тилеги майласын тапкан, тымбайык табай терметип чыккан, бейшиң азыңсың ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбеталиев, НТС. На этом все. Наш выпуск дополнит прогноз погоды на завтра. Спасибо, что были с нами. До свидания.